Ну, телеканал АТР — это единственный голос украинского Крыма в украинских медиа на сегодняшний день. То есть, в принципе, если его не поддерживает какая-то часть политической элиты, это значит, что эта часть политической элиты не верит в украинский Крым. И здесь только, наверное, вопрос как раз спора, кого больше в украинском политикуме, тех, кто верит в украинский Крым, или тех, кто не верит. Я не знаю, так сказать, финансовой подноготной и всех правил финансирования, но поддерживать АТР — это обязанность украинского государства, так же, как бороться за возвращение Крымского полуострова назад на родину, в Украину. Распоряжается и распределяется сейчас деньгами, которые были выделены для телеканала АТР, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. И я вот пытаюсь понять, как укладывается фактически закрытие телеканала АТР и перекрытие голоса, единственного голоса сегодня для Крыма правдивого, вот укладывается в реинтеграцию временно оккупированных территорий. То, о чем говорил Алексей Резников, что нужно заниматься там возвращением умов и так далее. А с другой стороны, закрывается телеканал АТР. Как это укладывается в реинтеграцию? Ну, вы знаете, это не укладывается вообще никак. И первое, что приходит в голову, так это Министерство правды из Орвелла. То есть название не обязательно соответствует сути и цели. Я надеюсь, что название украинского министерства соответствует сути и цели и должно заниматься реинтеграцией украинских земель, которые оккупированы и находятся не под украинским контролем. Здесь просто не хватает, наверное, еще общественного давления и общественной открытой дискуссии на национальном уровне о том, что должна Украина украинскому Крыму. А как вот в условиях информационной войны сегодня должна идеально выглядеть украинская позиция, государственная украинская позиция? Ну, государственная украинская позиция должна выглядеть так, чтобы ваш канал вещал и на Крым, и о Крыме на максимальное количество украинской аудитории. Нам не хватает и сайтов, которые посвящены сегодняшней ситуации в Крыму, притом сайтов, которые имеют в бюджете деньги на продвижение, на то, чтобы они тоже стали популярными, такими как, например, Крым Реалии, Донбасс Реалии, вот и Радио Свобода. Нам не хватает, но есть уже сдвиги знакомства украинского народа с крымско-татарской культурой. И здесь я хочу сказать, что вот великое дело все-таки делает Крымский дом, который основал несколько лет назад конкурс литературы о Крыме и крымской литературы практически на двух языках, даже уже там английский подключают. Это конкурс «Крымский инжир», к которому имеют отношение и члены украинского пен-клуба. А что еще можно сделать для объединения материка и Крыма, временно оккупированного Крыма, чтобы связи не терялись? Уже 7-й год оккупации, поколение уже вырастает, дети, которые родились, уже пошли в 1 класс. Мы видим, что они про Украину практически ничего не знают. Украинские телеканалы там не показывают, только российские зомбоящики. Поэтому как сделать, чтобы связь не терялась, и вот люди через год, через 2 на момент оккупации ждали Украину? Ну, вы знаете, сейчас из-за пандемии, я знаю, довольно сложно покинуть территорию оккупированного Крыма и приехать жителям Крыма на время в Украину, на территорию, которая под контролем Киева. Но я думаю, как только ситуация уляжется, нужно как можно больше перетягивать, звать в гости и работать, особенно с молодежью, с крымско-татарской, которая живет в Крыму, и создавать условия для того, чтобы она могла свободно приезжать в Киев, в Харьков, в Одессу, в Винницу, в Ужгород, учиться, принимать участие в межкультурных и мультикультурных форумах, где, естественно, так сказать, как бы основной темой должно быть многокультурное и многоязыкое украинское общество, украинская культура. То есть, в принципе, мы должны больше работать над популяризацией знаний о крымско-татарской культуре, крымско-татарском народе, об истории крымско-татарского народа. Потому что если народ в своем большинстве не знает и не интересуется жизнью крымских татар, то естественно, что народ и не будет переживать за судьбу этого народа. Украинский народ, я имею в виду. Вы правильно говорите, но при этом мы видим такие взаимоисключающие вещи.
который сейчас происходит. С одной стороны, Министерство по вопросам реинтеграции собирается разрабатывать концепцию по сохранению, развитию, популяризации крымско-татарского языка, а с другой стороны, фактически лишает и закрывает телеканал АТР, единственный, который вещает на крымско-татарском языке. Ну, я уже повторяться не буду. В принципе, я сказал то, что я думаю по этому поводу. Это неправильная позиция, и украинское правительство должно изменить свое отношение к единственному реальному голосу украинского Крыма. Но если вспомнить до оккупационный период, до 2014 года, украинские СМИ, хотел просто вспомнить, как они показывали крымских татар, что власть никак не реагировала на просьбы крымских татар выделить земельные участки, там, дать разрешение на что-то. И люди просто требовались, боролись за свои права, и также там за получение земли, там, построить мечеть. Люди просто боролись, устраивали пикеты, а украинские СМИ на то время показывали, что крымские татары захватчики своей же земли. После 2014 года отношение украинцев намного ли поменялось к крымским татарам? Начали ли понимать боль крымских татар, проблемы, с которыми столкнулись крымские татары после возвращения на свою родину? Вот эти стереотипы, которые были, они начали испаряться? Вы знаете, я очень хорошо помню ситуацию начала 90-х годов, когда крымское правительство под гарантией и по инициативе, точнее, Леонида Кравчука должно было выделять землю на постройки домов, потому что никто не собирался возвращать крымско-татарским семьям дома, которые у них отобрали в момент депортации, куда вселили крестьян из Ярославской области, из Курской и так далее. То есть, в принципе, старая крымско-татарская Евпатория вдруг стала славянской в один момент. И я помню, что было ощущение, что, в принципе, все эти объявления, декларации о желании помочь крымским татарам, это, в принципе, политические декларации без какой-то базы, без реального желания изменить ситуацию, потому что, я помню, все это блокировалось на то время коммунистическим правительством Крыма, и Киев не реагировал. Киев не реагировал Леонид Кравчук, никто. И поэтому, в принципе, новости о самозахватах были постоянно, а о причинах этих самозахватов никто не говорил. Сейчас уже те, кто интересуется, те все знают. Знают и то, как местное население крымским, русскоязычные тоже начали после этого захватывать землю и говорить, вот татарам можно, а нам нельзя. И получилось такое, как, конечно, клише, что главные самозахватчики — это крымские татары, вот почему с этим можно, а нам нельзя. При этом никогда не говорилось о первопричинах этой ситуации.